Доброе время, дорогие друзья! Мы с вами в прямом эфире. Давайте с вами для начала проверим качество звука и видео. Напишите, пожалуйста, в нашем чате, как меня слышно, как меня видно, чтобы я понимал, что трансляция у нас идет отлично, качество картинки идет супер, все отлично. Но все, меня это, ребята, радует, и давайте с вами будем приступать. Сегодня у нас очень хорошая такая тема, насыщенная будет. Мы сегодня с вами собрались на наш урок. Это именно структурная планерка и марафон. Урок номер 2, обзор кабинета Success Together. Сегодня я постараюсь вам объяснить именно самые главные функции нашего кабинета, рассказать именно на чем нужно сфокусироваться в первую очередь, где смотреть какие-то отчеты и так далее. И не только. Сегодня мы с вами также поговорим на очень разные темы, которые после записи именно нашего марафона урока номер 2 мы потом с вами обсудим. Так что речь будет интересная. Самое главное, что приготовьте блокнот с ручкой, хорошее настроение и усаживайтесь поудобнее. У меня блокнот с ручкой всегда, как меня научил наставник, всегда именно записывать то, что ты хочешь делать, о чем ты хочешь транслировать и все свои мысли. Также, конечно, я это записываю и в электронном формате, то есть у меня есть ежедневники, планировщики и так далее, но также очень важно именно писать на бумаге, потому что это особая энергия, и когда ты считываешь это глазами и еще именно пишешь от руки, это очень важно. Это самое сильное, как вы можете именно планировать свои дела. Ну что, если вы готовы, то будем с вами приступать. Как настроение у вас? У меня настроение просто отличное. С вашего позволения я скушаю наш флагман Success Day. Потому что мне это очень важно. Сегодня, кстати, это уже мой второй прием данного продукта. Просто фантастика. Мне это дает энергию. И, конечно, я меняюсь каждый день благодаря этому продукту. Ну что, ребят, готовы? Давайте с вами приступать. Итак, смотрите, ваша задача сейчас внимательно послушать. Я постараюсь вас сфокусировать на самых важных именно моментах по нашему кабинету Success Together, и чтобы вам было более чем все понятно, потому что я знаю, что сегодня у нас в прямом эфире есть также и новички, также есть и, соответственно, люди, которые не новички и так далее, и для всех будет информация очень важная. Давайте я включаю демонстрацию, и мы с вами приступаем. Готовы? Угу. Так, кто у нас постоянно следит и наблюдает? Подскажите, как сейчас видно трансляцию экрана, все ли хорошо? Кто-нибудь напишите. Видно мой экран? Все отлично? Все супер. Ну все, ребят, смотрите, прямо сейчас мы находимся в личном кабинете Success Together. То есть это интернет-магазин. Во-первых, это платформа, я бы сказал, очень продвинутая, и которая каждый день сейчас именно модернизируется, дорабатывается нашими программистами, и в ближайшее время скоро вы просто личный бэк-офис просто не узнаете, потому что он будет просто работать шикарно, и в нем появятся новые опции. Итак, прямо сейчас мы находимся на главном экране личного кабинета бэк-офиса интернет-магазина Success Together. Здесь мы что видим? Здесь мы видим, во-первых, общий доход. Да? Здесь он суммируется за все ваши начисления на постоянной основе. То есть все ваши доходы, это и подключение $35 за новичка, это и бинар, это и бонусы жизни, и все остальные доходы у вас будут высвечиваться именно на главном экране. Здесь можно, смотрите, есть опция, можно выбрать общий за все время, можно выбрать сегодня, да, на этой неделе, и можно выбрать
в этом месяце и так далее. То есть это очень удобно. И, конечно, это, как знаете, как спидометр на автомобиле, вот, который вас будет приятно радовать через, я бы так сказал, через полгода, год-полтора, потому что здесь могут у вас суммы быть ну просто невероятные, с 6 нулями и более. Здесь у вас на главном экране высвечивается ваш доход. Далее, здесь у вас высвечивается ваш товарооборот. То есть у каждого, соответственно, левая и правая ветка. Левая ветка, правая ветка. Вы можете посмотреть, за что когда-то начисляли, прямо сюда вот наводите и смотрите, да, вот это все очень удобно. Также и слева вы это можете посмотреть. Смотрите, здесь высвечиваются баллы согласно текущей вашей неделе, вот, то есть лево и право. Внизу у вас переходящие баллы с прошлой недели. Соответственно, переходящие баллы с прошлой недели, они суммируются именно к этой цифре всегда. То есть всегда у каждого есть наименьшая структура по товарообороту и есть, соответственно, структура, которая дает больше всего, скажем так, баллов. Баллы всегда сохраняются, баллы всегда переходят на следующую неделю при условии, если активны в течение месяца, то есть сделали активацию на свой главный кабинет и купили для себя продукт. Все этого достаточно для того, чтобы получать все, согласно нашего бизнес-плана, все, соответственно, начисления. Ниже, ребят, давайте с вами посмотрим. У вас здесь есть такой вот раздел, как комиссионный кошелек. Вы здесь видите всегда наличие денег на вашем комиссионном кошельке. Вот. Когда вы нажимаете на «Показать все», то у вас здесь видны все абсолютно транзакции. Это, знаете, как ваша бухгалтерия. Кто вам переводил внутреннюю валюту, соответственно, кому вы переводили внутреннюю валюту. Также здесь все покупки у вас высвечиваются, и это очень удобно. Очень удобно, и я рекомендую вот именно этот раздел всем изучить и за ним наблюдать. Вот. Здесь ниже, смотрите, сколько дней уже стартовал интернет-магазин с момента старта. На сегодняшний день это 123 дня. И приглашенные участники. Так как я сейчас нахожусь в своем тестовом кабинете, да, вот, то на этот кабинет я никого не приглашал. То есть, соответственно, я бизнес строю на главный кабинет. То есть здесь также высвечивается количество ваших участников. Также, ребят, напоминаю, что бэк-офис отличается от мобильной версии и от версии для компьютеров, то есть веб-версии. Маленько разделы, они вот эти с отчетами у вас находятся в другом месте. Они находятся у вас в правом углу, если, соответственно, заходить с мобильного устройства. Идем с вами далее. Здесь можно посмотреть командную производительность. Вот, кто у вас, допустим, там лидирует по каким-то определенным видам дохода, да, это очень важно. Также вы можете посмотреть здесь обзор рейтинга, сколько, соответственно, людей закрыли определенные ранги. То есть под этим кабинетом сейчас находится Success партнер, это 91 человек, бронзовых 124, Silver 1 и так далее. То есть под этим, соответственно, кабинетом. Вот. Что еще вам показать именно на главной странице? Также здесь у вас высвечивается текущий ранг, следующий ранг, то есть это также очень удобно. Вы здесь можете все отслеживать. Вот. Карта ваших подключений, сколько стран у вас на данном этапе находится в структуре. То есть это очень удобно, вы можете здесь посмотреть все страны. Ну вот я примерно смотрел, у меня в структуре сейчас около 20 стран мира, то есть разных подключений, то есть это от главного кабинета. Что еще показать вам на главном экране? Справа, смотрите, у вас находится, во-первых, это ваша аватарочка, нужно ее подгрузить. Где это сделать, я вам сейчас объясню, да. Вот, то есть ваш логин, спонсор. И вот здесь вот очень важно, знаете, это как светофор. Давайте я вам сейчас объясню. У светофора есть 3 цвета, правильно? То есть есть красный, да, есть желтый предупредительный и есть зеленый, то есть который разрешает. И согласно этому мы сделали, упростили такой вот момент. Вот сейчас прямо запишите. Смотрите, если вы заходите в свой кабинет и у вас вот здесь вот горит зеленым, то значит вы активны в этом месяце.
И вам на главный кабинет покупать больше ничего не нужно именно согласно в этом месяце. Ребят, кому понятно, поставьте цифру 1 в чате. Если у вас здесь в главном кабинете горит зеленым вот эта вот надпись, то значит вы активны в этом месяце. Понятно. Далее, если у вас горит желтым, внимательно слушаем, значит вы в этом месяце активность не делали, да, и интернет-магазин вас предупреждает, что до конца календарного этого месяца, буквально за один день, вам нужно обязательно сделать заказ, иначе сгорят у вас абсолютно все баллы. То есть, если горит желтым, то вы делали активность в прошлом месяце, но в этом месяце вы не делали. И вас система предупреждает, что если вы не сделаете активность до конца текущего месяца, ваши баллы все сгорят. Ребят, кому понятно, поставьте цифру 2. То есть по именно вот этой вот желтой надписи. Всем понятно, кто находится? Да? Вот, это предупредительный, скажем так, знак светофора. То есть желтый. Все. То есть если у вас горит желтый, то вам нужно до конца, соответственно, обязательно сделать. Вот, допустим, в этом кабинете мне нужно обязательно сделать заказ, допустим, до конца февраля. Я не буду брать 29-е, вот, до 28 числа, а желательно до 20, то есть нужно сделать заказ. То есть я это здесь сделаю на этом кабинете обязательно. Далее, если у вас горит красным, то это все плохо, ребят. Если горит красным, то все, у вас уже в эту среду сгорят все баллы и будет, соответственно, полная печаль. Вот. Я вам рекомендую, соответственно, всегда иметь зеленый цвет в вашем кабинете, потому что это энергия, это именно то, что вам именно надо. Ребят, если у вас горит красным, то все плохо. Кто меня понял, поставьте цифру 3. Значит, у вас уже либо сгорели все баллы, либо в эту среду у вас сгорят все баллы. Вот. И после данного урока обязательно зайдите в свои кабинеты и посмотрите. Понятно, да? Все, мы разобрали вот по этой вот надписи. То есть это очень удобно. Давайте перейдем с вами далее. Где брать личную ссылку для приглашения партнеров в первую линию? Смотрите, эту ссылку можно брать на главном экране. Смотрите, вот она, ссылка для присоединения к дистрибьютору. Вот это вот первая ссылочка, ее вот так вот копируете и даете своим, соответственно, потенциальным дистрибьюторам. Вот эту вот ссылку, вторую ниже, я не рекомендую ее никому давать, потому что ее скоро система уберет. Всем понятно, ребят? Первую ссылочку копируем и даем, соответственно, своим дистрибьюторам. Вот. Кому понятно, также цифру 5 поставьте в чате, где брать свою ссылку для клиентов, партнеров, дистрибьюторов и так далее. Все понятно. Далее, очень важный такой пункт. Смотрите, я сейчас открою генеалогию команды. Вот, и смотрите, у каждого из нас есть две ветки, то есть левая и правая. Правильно? Левая и правая. И вы должны, знаете, на что смотреть? Вы смотрите вот именно на этот параметр. Заходите в генеалогию команды и смотрите, сколько у вас слева и сколько у вас справа. И если у вас, допустим, справа нету, то есть меньше подключений, то вы выставляете приоритет вправо, то есть регистрацию вправо. Вот, это очень важно по балансу для того, чтобы получать именно бинар. То есть зашли в генеалогию команды, каждый посмотрели, сколько у вас человек слева, сколько у вас человек справа, в какой ветке у вас меньше, соответственно, людей, меньший товарооборот, и в наименьшую ветку выставляете приоритет, соответственно, регистрации своих клиентов. Это очень важно. Итак, возвращаюсь я на панель приборов. Где смотреть генеалогию команды? Смотрите, вот где есть команда. В мобильной версии немного по-другому. И генеалогия команды. Заходите в генеалогию команды, и вот здесь вот видно. Вот, да? Вот, допустим, на данном примере данного кабинета слева 3496, соответственно, клиентов и партнеров, а справа 0. Так как я этот кабинет не развиваю, он у меня сейчас просто для примера. Соответственно, куда мне нужно выставлять?
вправо. Как это делать? Смотрите, как выставить приоритет размещения своих клиентов. Все очень просто. Есть рекламные инструменты. В мобильной версии все то же самое. Рекламные инструменты, рекламная ссылка. И вот здесь вот смотрите, позиция по размещению рефералов. Есть опция выбрать: рефералы будут размещены в левой ноге, рефералы будут размещены в правой ноге. И вы ставите здесь галочку и, соответственно, что закрываете эту страницу, также можете и здесь скопировать эту ссылку. Вот. Ребят, кому понятно, поставьте цифру 6 в чате. Как правильно выставлять именно приоритет расставления команды и, соответственно, как это правильно смотреть. Всем понятно? То есть вам нужно, перед тем, как выставить эту позицию, вам нужно зайти в генеалогию команды и посмотреть, следовательно, в какой ветке у вас больше людей, в какой ветке у вас меньше людей. И, соответственно, в наименьшую ветку поставить приоритет размещения своих клиентов. Все. И просто потом давать ссылку. Также важный критерий. Вы смотрите на своей главной странице товарооборот. Вот, допустим, согласно примеру этого кабинета, если взять, допустим, слева, то здесь 68 тысяч плюс 7, 302, то здесь уже получается у нас примерно 75 тысяч баллов в этой ножке, а в этой, допустим, 0. Соответственно, я куда ставлю приоритет? Напишите правильно мне ответ в чате, лево или право. По данному примеру, куда я должен расставлять людей? Давайте, ребят. Так, справа, где 0, право, справа, право. Все верно, ребят, все. Все, меня это радует, что вы меня правильно понимаете. То есть по двум критериям мы смотрим, куда размещать людей. Соответственно, по товарообороту, где наименьший товарооборот, чтобы у нас в будущем был баланс. И, соответственно, что команда. Выбирайте команда, генеалогия команды и смотрите у вас размещение, сколько слева и сколько справа. Все, и на этом моменте что выбираете правильный приоритет. Если вы, допустим, затрудняетесь, куда ставить, влево или вправо, то свяжитесь со своим менеджером, пусть он ответит на ваш вопрос и поможет вам правильно выставить приоритет. Если, допустим, ваш менеджер также новичок, то попросите его, чтобы он вас познакомил с вышестоящим лидером, с вышестоящим топ-лидером, чтобы он также вас проконсультировал. Допустим, отправляйте скриншот своей главной странички, потом именно своей команды и задаете вопрос, куда мне правильно, допустим, размещать сейчас людей, чтобы я в будущем зарабатывал самые, скажем так, большие деньги. Все. Важный пункт, мы этот разобрали, где смотреть команду. Правильно? Давайте с вами разберем такой вот момент. Допустим, вы прошли регистрацию в Success Together, и вам нужно сделать заказ в кабинете. Вот в первую очередь, смотрите, после регистрации, смотрите, вот запишите, прям возьмите блокнот, какие действия нужно сделать после регистрации. Допустим, вот вы зарегистрировались, чтобы вы правильно давали рекомендацию своим клиентам и партнерам. Все, человек прошел регистрацию по вашей ссылке. Далее, когда человек попадает в свой личный бэк-офис, ему нужно настроить что? Профиль доставки. Как настроить профиль доставки? Где он находится? У вас вот здесь вот, что в мобильной версии, что на компьютере, вот здесь вот есть аватарочка, либо ее нету, на нее нажимаете. И здесь вот есть мой профайл. Нажимаете мой профайл. И здесь, смотрите, во-первых, мой профайл проверяете. Страна Россия, имя на латинице Николай, фамилия Турушев, электронная почта, номер телефона и так далее. И здесь вот есть, смотрите, сохраненные адреса. Нажимаете на эту опцию, сохраненные адреса, и здесь добавляете свой адрес. Это очень просто. Вот где кнопочка, у всех вот в самом верху есть кнопка «Добавить новый адрес». Нажимаете и добавляете имя на латинице, фамилия на латинице, электронная почта. Электронная почта у вас должна быть ваша, то есть у вас должен быть доступ к этой почте, потому что какие-то моменты по восстановлению пароля, либо еще какие-то, вы будете делать именно через почту. Телефон через +7,
Номер здания дома, соответственно, это номер квартиры, улица, апартаменты, соответственно, номер квартиры. То есть это номер дома, это улица, а это номер квартиры, апартамент number. Населенный пункт, город, соответственно, вбиваете свой город, почтовый индекс, страна, штат, провинция, то есть это регион, биллинг, обязательно, вот здесь вот просто биллинг, больше ничего ставить не надо. И если вы по этому адресу вот всегда заказываете, сделать этот адрес по умолчанию, то есть система будет его автоматом всегда выбирать. Ну, то есть при заказе она его автоматом будет выбирать. Все, галочку ставим, и вот здесь вот приоритет дом, работа другой. Ставим дом и сохранить. Все, смотрите, вы адресов можете добавить хоть сколько. То есть вы на свой личный кабинет можете оформить заказ хоть на деревню к бабушке. Понимаете? То есть можно, допустим, с своего кабинета оформить заказ, там, допустим, на свою маму, папу, там, брата, свата, на какого-то партнера и так далее. Только самое главное, не запутайтесь. То есть здесь можно добавить множество адресов, куда вы, соответственно, можете отправить свой заказ. Ребят, понятно? Поставьте цифру 7 в чате, какие действия после регистрации нужно сделать и как добавить именно профиль доставки. Все, ребят, на мобильной версии то же самое. То есть ничего сложного нету. Добавили профиль доставки и, в принципе, кабинет настроен. Кабинет настроен для работы. Все, когда мы хотим сделать заказ, вот здесь вот есть опция интернет-магазин, купить продукты. Переходим в интернет-магазин и смотрим данные пакеты. На сегодняшний день я разберу пример по данным пакетам, чтобы вы немного ориентировались. Смотрите, вот допустим, вас заинтересовал вот этот пакет, и вам нужно посмотреть, согласно нашему бизнес-плану, дает ли он право, допустим, на получение бонуса жизни и каких-то других моментов. У вас есть вот такой вот глазочек. Нажимаете на него, потом посмотреть больше. На мобильной версии то же самое. И вы смотрите какую информацию. Смотрите, вот, Fast Pick, вот, здесь несколько параметров. Первый – это за первую покупку нового клиента или партнера сколько баллов дает, это 14. Далее, за повторную покупку дает 70. Правильно? Вот, вес. И также есть определенные, скажем так, описания. Вот. Вы должны, скажем так, это понимать. Вот этот вот пакет. Также важное описание для всех. Смотрите, бонус «Стиль жизни». То есть это говорит о том, что данный пакет дает право на получение всех доходов по нашему бизнес-плану, в том числе и бонус жизни. Вот эту надпись увидели, все, соответственно, этот пакет дает право на получение бонуса жизни. Далее. Также можно и по каждому пакету. Давайте еще разберем видим какой-то пакет. Вот, допустим, пакет президента. Нажимаем «Посмотреть», «Посмотреть больше». И смотрим здесь информацию, она будет отличаться. Смотрите, описание, какой продукт сюда входит. И здесь, внимание, нету описания бонуса жизни. То есть данный пакет, он не дает права на получение всех бонусов по нашему бизнес-плану. Здесь нет описания, что он дает бонус жизни. Это, скажем так, очень важно. И данный пакет, он участвует только на повторную покупку, то есть новичок его купить не может. Вот мне многие лидеры даже задают такие вопросы, как ни странно. Компания уже работает несколько месяцев, а мне некоторые лидеры задают вопросы, а вот этот тот пакет будет участвовать в бонусе жизни? И для меня как бы странно, как люди ходят на тренинги, как люди изучают бизнес-план, и я некоторым даже уже отвечал на эти вопросы несколько раз. Данный пакет, он дает выгодную покупку. Здесь 5 продуктов дает 200 баллов для того, чтобы закрывать ранги. То есть данный пакет, его невозможно купить на первую покупку, только на повторную. Он не дает права бонуса жизни и, соответственно, полную активность. Все, ребят, всем понятно, да? Вот, это пакет президента.
Также есть разные другие пакеты. В принципе, как их посмотреть, вы также можете. Далее давайте посмотрим. Смотрите, у нас есть также пакеты, которые с одним продуктом. Допустим, вот продукт Success Bar, да, потом есть продукт Success Night и есть пакет Success Day. Вот. Вы должны понимать, что данный пакет, он добавлен вам для того, чтобы вы понимали, сколько стоит именно один продукт, потому что он невыгоден для покупки. Смотрите, он стоит, во-первых, дорого, он не дает права на получение бонуса жизни, а также данный пакет я настоятельно никому не рекомендую брать. Вот. Это Success Day одна упаковочка, это Success Night также одна упаковка и Success Day вот именно одна коробка. Вот эти вот пакеты я никому не рекомендую именно брать. Ребят, кому понятно, поставьте цифру 8 в чате, именно как смотреть информацию по пакетам. Угу. Вот. Также давайте еще отвечу на такой вот вопрос. Смотрите, вот у нас есть пакет, допустим, за 12,040 в российских рублях. И есть пакет, смотрите, за 7700. Чем отличаются эти пакеты? В принципе, они отличаются только в стоимости продукта. То есть здесь, допустим, 4 продукта по стоимости 12,040. Если посчитать вместе с доставкой, то одна коробка продукта выходит примерно 3,300. Если посчитать, допустим, данный пакет за 7700, то здесь стоимость продукта выходит в районе 4500 за одну коробку вместе с доставкой. И, конечно, мы не настолько богатые, чтобы, допустим, покупать вот этот вот дешевый пакет. Правильно? Кто со мной согласен и понимает, поставьте цифру 9 в чате. То есть мы не настолько, скажем так, богаты, и мы финансово грамотные. Зачем нам покупать, допустим, пакет за 4500 рублей за одну коробку продукта? Благодарю, ребят, вы меня понимаете. Вот, и вы со мной как бы согласны. Вот. Далее. Данные пакеты, они дают право на получение бонуса жизни. Активации и активности, они ничем не отличаются за 7700 и 12040. Понятно, да? Я, конечно, за 12040 покупаю пакеты, потому что зачем мне переплачивать за продукт, если продукта всегда мало? То есть если ты, допустим, строишь активно бизнес, то продукта для тебя никогда много не бывает. Все. В принципе, мы по пакетам с вами разобрались. Важные опции по кабинету я, в принципе, вам показал, как смотреть и на что обратить внимание. Более углубленно рассмотреть какие-то данные моменты мы рассмотрим с вами, скажем так, позже в следующих уроках. Далее, еще очень важно, вот когда, допустим, человек зарегистрировался, он добавил профиль своей доставки, и после того, как он сделал заказ, ребята, мы что делаем? У нас есть отчеты. Смотрите, отчет по бонусам жизни. Вот это очень важный отчет, он очень крутой. В этом отчете, когда вы заходите, вы здесь видите, кто у вас в первой линии, они будут высвечиваться вот здесь вот, будет стоять «да», кто у вас сделал заказ. Это очень удобно. Также, если вы выполнили бонус 2.2, у вас здесь будет гореть зеленым. Если вы выполнили бонус 3.3, у вас будет здесь гореть зеленым. 4.4, соответственно, будет также гореть зеленым. И здесь будет гореть зеленым. Вот, это очень удобно смотреть, сколько людей у вас сделали активность. И вот сейчас до конца месяца, ребят, у вас должна быть активность на личный кабинет, и, соответственно, вы должны выполнить бонус жизни. И главное, помочь своим клиентам и партнерам. Кто меня понял, что нужно не только о себе, любимом-то, подумать, а также посмотреть, соответственно, кто у вас сделал активность. И им помочь также рассказать, что нужно выполнить 2.2, 3.3, 4.4 и 5 на 5. Поставьте цифру 10 в чате. Угу. Благодарю, ребят, за обратную связь. Также еще такой вот момент. Внимание, вот очень важный пункт я вам сейчас скажу. По каким приоритетам я, допустим, ставлю галочку своим
клиентам и партнерам. Я захожу в отчет «Бонус жизни» и смотрю, кто у меня сделал активность в данном месяце. И этим людям я больше всего помогаю. Потому что, знаете, в бизнесе есть болельщики, которые посещают все вебинары и тренинги, которые, скажем так, вот, любят все как бы смотреть, как ходить в кинотеатр, да, но бизнес эти люди не делают как таковые. И таких людей у нас, достаточно. То есть есть люди, которые еще, представьте, в январе не делали заказ и в феврале не делали заказ. То есть я, конечно, этих людей не понимаю, вот, для чего они как бы ходят тогда на презентации и тренинги, вот, машут, как говорится, флагом, но бизнес свой не строят и вообще энергию денег не запускают. Вот я таких людей, как бы, конечно, не понимаю. Далее в отчетах вы смотрите мои заказы. Вот. После того, как человек сделал заказ, вы переходите вот в этот вот раздел, смотрите, и здесь смотрите число. Когда, допустим, сделан заказ, здесь видно, вы делали либо с комиссионного кошелька, либо, допустим, с карты и так далее. Здесь это все видно. То есть либо с PayPal, либо, допустим, там YouMoney. И у вас здесь надпись должна высвечиваться «Awaiting Shipping». Ребят, «Awaiting Shipping». Ожидание отгрузки. Если здесь такая надпись, то все хорошо, ваш заказ прошел, и все отлично. Переживать не стоит. Если у вас какая-то другая надпись, то, следовательно, нужно связаться с службой поддержки, а также с вашим менеджером. Как отслеживать свою посылочку? Вот здесь вот в истории заказов у вас есть вот такой вот номер. На него нажимаете, и здесь, смотрите, вот идентификатор для отслеживания, вот, копируете, и что? Потом вставляете на сайт. Сайт у нас для отслеживания вот такой вот. Нажимаете отслеживание, вбиваете свой трек-номер, вставить. Так, стоп, неправильно, да? Не скопировал. Давайте еще раз. Копировать. Вставляете сюда и отследить. Вот. Конечно, данный заказ я уже давным-давно получил, то есть, соответственно, информация по нему не высвечивается. Но вот, в принципе, и все моменты, которые я вам хотел на сегодняшнем уроке, согласно нашего бэк-офиса, рассказать. Где смотреть генеалогию команды, как правильно выставить приоритет влево и вправо, да, вот, где смотреть отчеты по бонусам жизни и после регистрации какие действия нужно сделать. Я надеюсь, вы как бы это сейчас, ребята, записали. Сейчас что? Я выключаю демонстрацию экрана. Вот. И давайте с вами сейчас подведем итог по нашему уроку. Смотрите, наш бэк-офис, он крутой, он будет постоянно дорабатываться. Вы можете отслеживать абсолютно все в данном бэк-офисе, он очень удобен в использовании, там можно все отслеживать. Не рассказал, наверное, еще о 80, скажем так, процентах разных дополнительных полезных опций, потому что просто не надо сейчас перегружать, как говорится, наши мозги. То есть о самом важном я сейчас рассказал, на чем нужно сфокусироваться и на что обратить внимание. Вот. Будьте постоянно активными, стройте структуру, закрывайте ранги серебро, золото, платина и бриллиант и зарабатывайте хорошие и достойные деньги. Сейчас мы с вами подведем итог нашей встречи. Я дам домашнее задание для марафонцев, вам нужно будет его записать, да? Потом я остановлю запись и мы еще поговорим с вами о самом важном, потому что я приготовил сегодня очень много важных тем. Готовы? Давайте домашнее задание с вами запишем. Домашнее задание для марафонцев. Ручку. Мы же с вами интернет-предприниматели. Берем блокнот, ручку и пишем домашнее задание. Домашнее задание. Первое домашнее задание. Сделать активность февраля.
сделать активность февраля до 27 числа. То есть 27 число включительно, 27 февраля включительно, сделать активность на лидерский пакет, чтобы у вас сохранялись баллы и чтобы вы горели зеленым. Ребят, кому понятно домашнее задание, поставьте цифру 11 в чате. То есть первое домашнее задание именно для марафонцев. Все ясно. Так, идем с вами далее. Благодарю. Второе домашнее задание. Вот. Смотрите, всем нужно сделать заметку в социальных сетях, достижениях со своим фото либо видео. Сделать заметку я постараюсь сегодня написать данную заметку и скинуть ее в чат по марафону. Вы можете ее доработать, вы ее можете дописать, видоизменить и поставить свою какую-то самую лучшую фотографию, какой-то бизнес, где вы там, допустим, там общаетесь с людьми, с партнерами, вот, свою фотографию и разместить в своих социальных сетях. Все, размещаете в социальных сетях, капитан проверяет, куратор проверяет и, как говорится, ставит вам окей и галочку. Это для позиционирования вашего бизнеса. Все, кому понятно, задание номер 2, поставьте цифру 12. Ну, все отлично. Все отлично. Так, третье задание. Провести эфир. Провести эфир. Я, знаете, в принципе, настоятельно рекомендую каждому из вас, у нас картинка, все хорошо, ничего не зависло. Каждому из вас рекомендую создать чат, допустим, в Телеграме. Каждому из вас я рекомендую сделать чат клиентский. Создайте свой клиентский чат в Телеграме. Клиентский чат. И туда с разрешения ваших родных и близких, ваших друзей, просто так никого не добавляйте. Вот я вам даю рекомендацию. Просто так не добавляйте в чат людей. Позвоните, пообщайтесь, спросите разрешение, можно ли тебя добавить вот именно в чат. Я в нем там завтра, послезавтра буду проводить эфир, буду давать информацию о просто невероятных технологиях. Приходи. Можно ли я тебя туда добавить? Если человек говорит, да, добавь, вы его добавляете. Вот, чтобы у вас не было блокировок в Телеграме. Вот это очень важный пункт, чтобы вы как бы не выжигали свою аудиторию, чтобы вы правильно как бы позиционировали бизнес, понимаете? Вот. Провести эфир, допустим, в чате. Вот, в своем, допустим, Телеграме. Создайте чат Телеграм, добавляйте туда людей и проводите там эфир. Общаетесь, рассказывайте о продукте, рассказывайте, допустим, о компании, кого-то в гости приглашаете, тут делится тоже своим результатом и так далее. Вот, провести эфир в чате. Все, я думаю, 3 задания, в принципе, как бы нормально для наших марафонцев. Все, ребят, кому понятно 3-е задание, поставьте цифру 13 в чате. Ну все, отлично. Вот. Все, молодцы. В принципе, мы прямо сейчас с вами по итог нашего 2-го урока по марафону. Я считаю, что урок раскрыт, домашние задания даны. Я сейчас выключаю запись, которую мы с вами дадим также для наших марафонцев, и приступим с вами к следующему пункту. Готовы? Погнали. Ну все, выполняйте домашние задания.